Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с руководителем информационно-издательского холдинга «Саха Медиа» Кириллом Алексеевым. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Добрый день, Надежда. Недавно глава Якутии Егор Афанасьевич Борисов на встрече с жителями села Беджигастах заявил, что теперь газеты «Якутия» и «Саха-Сирия» будут распространяться бесплатно. Так каким образом теперь жители Якутии смогут получить наши газеты? Да, мы планируем переход на бесплатную модель распространения газеты с января 2017 года. Сейчас мы к этому готовимся, отрабатываем логистику, отрабатываем обновленные концепции наших газет, рубрикатор, внешний вид. Какими будут новые современные газеты Якутии Саха-Сирия, наш читатель увидит уже очень скоро, буквально через несколько месяцев. Мы рассчитываем, что это будут новые, хорошие, большими тиражами, с очень хорошим содержанием, с лучшими материалами, с лучшими заголовками, с лучшими фотографиями. И эти газеты станут по-настоящему народными газетами, и смысл в бесплатном распространении, чтобы дойти до максимального количества людей. Ну, я считаю, что подписная модель в том виде, в каком есть, она себя, по сути дела, изжила или изживает, и заниматься подпиской только продлять агонию этого института. Да, подписка падает везде и повсеместно, практически у всех средств массовой информации, во всех регионах, и Якутия здесь не исключение. Подписка у нас еще и достаточно дорогая, в особенности для жителей села. Люди 10 раз подумают, прежде чем там 1200 рублей отдать за газету, поэтому гораздо честнее и правильнее газету, которая издается на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, доводить до налогоплательщиков, до читателей бесплатно. Сейчас мы этот механизм разрабатываем, и с января 2017 года, как я уже сказал, мы этот проект запустим, и чтобы реализовать конституционное право граждан на получение информации. А сколько сейчас подписчиков у газет «Саха-Сирия» и «Якутия»? Подписчиков сейчас в районе, у Якутии в районе 4000, у Саха-Сирия в районе 5000 экземпляров. То есть мы удерживали и продолжаем удерживать, конечно, подписку на определенном уровне последние годы. Мы тратим и финансовые, и человеческие ресурсы на привлечение дополнительных подписчиков. Мы объездили республику, мы проникаем в самые отдаленные уголки, где нога журналиста не ступала. Мы для газеты «Саха-Сирия» придумали подворовой обход, так называемую дворовую экспедицию. Вы, Надя, в ней участие принимали, и понимаете, с каким трудом дается каждый подписчик, если ты идешь к нему домой, просишь у него деньги и говоришь о том, что вот следующие полгода будет приходить газета. И люди думают, а человек тебе приходит и выходит с гаджетом, да, у него WhatsApp. здесь, да, с WhatsApp, у него уже в принципе есть более-менее важная информация, которую он получает, да, везде есть практически уже 3G, и в селах. Поэтому мы решили, что будет более правильно на современном этапе сделать государственные газеты бесплатными, и за счет оптимизации наших расходов, за счет сокращения количества выходов наших изданий, за счет перехода на еженедельный выход, увеличить тиражи и резко, кратно увеличить аудиторию, для того, чтобы доводить общественно важную, общественно значимую информацию до максимально большого количества граждан, как на русском языке, так и на якутском. А сможет ли Почта России доставлять до каждого жителя республики наши газеты? Каким образом пока будет речь логистика? не идет, хотя такая оговорка, Надя, у вас, в общем-то, правильная, да, что до каждого. Мы к этому стремимся, это стратегическая задача на будущее, да, чтобы в каждом домохозяйстве республики еженедельно была наша газета. Вот. Но сейчас мы рассчитываем тиражи в районе 50-60 тысяч на каждое из изданий. Почта последние годы работает лучше, существенно лучше. Мы с почтой отрабатываем модель бесплатной доставки. Кстати, это не новость для нас. Наши газеты с 2014 года, вот вторник, допустим, вторничные выпуски газеты «Якутия Саха-Сирия», они распространяются по городу с фирменных стоек. Горожане, жители столицы и гости столицы это видят уже. То есть у нас в городе порядка 100 брендированных стоек, на которые во вторник или в среду, если газета остается, а ее к среде практически уже нет, можно подойти и взять нашу газету. То есть
в пятницу наши пятничные выпуски идут по районам, и газета «Якутия», и газета «Саха-Сире» распространяются совместно с районными газетами. Этот канал распространения мы тоже оставим. То есть опыт бесплатной доставки общественно значимого, социально значимого контента до населения республики в городе и в районах республики, он у холдинга «Сахамедиа» уже существует с 2014 года, опыт взаимодействия с почтой есть, поэтому мы считаем, что совместно с почтой мы с этой задачей, в принципе, справимся. Мои коллеги-журналисты опасаются, что бесплатное распространение повлияет и на статус журналиста, и на статус газеты. Вот какое ваше мнение на этот Я счет? не согласен с этим абсолютно. Тут немножко подмена понятий. Да? Бесплатная газета — это не значит некачественная газета, не значит, что это какая-то рекламная газета или рекламный листок. Просто это будет новый продукт, поэтому есть определенные стереотипы, да, что бесплатно это вот, ну вот в Якутске это вот, допустим, газета «Вторник», да, вот она там лежит в подъезде, да, вот, но здесь будет принципиально другое содержание, здесь будут лучшие материалы, лучших журналистов, наилучшим образом оформленные и с очень хорошим содержанием, понятно, на хорошем, написано, я очень надеюсь, что наши журналисты с этим справятся, написано на хорошем языке, так что это наоборот, не девальвирует престиж профессии, да, тут надо говорить о том, что если тебя сейчас читают 12-15 тысяч человек, да, а будут читать 50 или 70 тысяч, это большая разница. Вот здесь, если мы сделаем не очень удачный продукт или, не дай бог, плохой продукт, вот это увидит гораздо большее количество людей, и это будет гораздо хуже, чем сейчас относительно небольшие тиражи или там средние тиражи, да. Поэтому в этом смысле требования к журналистам будут повышены, конечно, к качеству текстов, к оформлению в целом материалов и отдельных выпусков. Поэтому я считаю, что вот, обвинение в том, что это будет вот как-то какой-то такой продукт бесплатный, значит некачественный, абсолютно нет. Мы наоборот закладываем в эту модель качественную журналистику, качественные выпуски, много специальных выпусков, тематических выпусков, да, посвященных той или иной теме, чтобы разъяснять людям, что происходит, и инициативы властей, новые указы, их достаточно много, которые направлены в конечном итоге на улучшение жизни якутян. Ну вот если уменьшится объем, то следовательно приложение вот и в Якутии «Наш дом», «Суть дела», в Саха-Сире «Эдерсаз», «Сахалла», «Джулурган» не будет. Вот чем планируете заменить эти приложения? Почти что отдельные вот газеты. смотрите, мы, суть этой реформы ведь не только в том, что мы делаем бесплатные газеты больших тиражей, да, мы существенным образом усиливаем нашу работу в интернете. То есть за годы работы Сахамедиа, в ноябре будет исполниться 4 года, да, с момента создания Сахамедиа, мы дважды перезапускали сайт Яси. Сейчас это современный информационный ресурс, один из лидеров. Это по индексу цитируемости сайт Яси вышел на первое место в 2014 году, и это место устойчиво удерживает. В Ясе растут все основные аудиторные показатели. Сейчас, если вчерашние сутки, допустим, возьмем, то есть мы уже преодолели отметку 10 тысяч уникальных посетителей в сутки, да, и порядка от 60 до 80 тысяч просмотров, то есть вот вчерашние То сутки. есть люди переходят на интернет. 13 тысяч уникальных посетителей, 68 тысяч просмотров. Но 13 тысяч это сопоставимо с тиражом газеты, на самом деле, да. И это только суточная аудитория интернет-ресурса, да. Это плод наших усилий и по созданию хорошего, качественного контента, потому что здесь не только тексты, но и большое количество фотографий, тут и видеоконтент, да. Мы занимаемся и поисковой оптимизацией, и очень серьезно работаем с соцсетями, да. Это все дает нам, то есть сайт Яси перестал быть сайтом для сайтов, каким он еще, скажем, был там 3 или там 5 лет назад,
он был поставщиком информационного сырья для других информационных ресурсов, для интернет-ресурсов, для бумажных СМИ. Сейчас этот сайт рассчитан на самую широкую аудиторию, при этом контент его стал еще более качественным, чем он был раньше, да, то есть мы соревнуемся и по скорости с другими информационными ресурсами, по скорости получения, обработки информации. Поэтому мы будем усиливать сайт Яси, это первое направление, да. Мы планируем создать на базе сайта газеты «Якутия» дискуссионную площадку, дискуссионный ресурс, где могли бы высказывать свое мнение различные ну, блогеры, политики, где наши журналисты могли бы раскрыться, государственные журналисты, где могли бы сказать свое «я», подискутировать с оппонентами. Да. Мы планируем усилить, а по сути дела, воссоздать вот, сайт на якутском языке. То есть на якутском языке практически в интернете работы очень мало сейчас. Да? Вот, мы планируем, и сейчас эта работа уже ведется над концепцией, над техническим заданием, запустить сайт ДРСААС. То есть, соответственно, ваш вопрос, что будет, допустим, с бумажным приложением ДРСААС, оно просто уйдет в интернет. Оно уйдет в интернет, да, и оно будет там находиться. Оно будет находиться там, где его читатель, да, оно будет его там искать и к нему придет в конце концов, да. И другие приложения, они тоже перекочуют вот на новую цифровую площадку. А что касается интернета, ну, посмотрите, мы же про это сами пишем регулярно в наших СМИ, да, и интернет развивается. У нас в этом году несколько районов подключены к широкополосному доступу в интернет. Интернет будет продолжать по республике шагать, он будет становиться более качественным, более дешевым. Он, конечно, сейчас в 6-8 раз дороже, чем, скажем, такая же позиция в Среднероссийской области или в Москве, например, или в Крыму, да, вот. Но, тем не менее, темпы роста интернетизации республики и Дальнего Востока в целом, они выше, чем в среднем по России, поэтому я думаю, что вопрос нескольких ближайших лет в республике будет достаточно качественный интернет и в районных центрах, и в отдаленных уголках. Поэтому мы должны быть к этому готовы. И мы должны свои ресурсы перестроить таким образом, чтобы у нас был и интернет, хорошие ресурсы на русском языке, на якутском языке, и, пожалуйста, газеты больших тиражей, которые идут по нашим домохозяйствам, которые в традиционной, удобной для людей форме, в форме печатного слова, да, многие люди читают еще газеты, да, мы им и даем эту возможность. Пожалуйста, получайте наши газеты, читайте их. Печатные газеты будут до тех пор, пока в них будет востребованность. Сейчас это надо воспринимать только как один из способов доставки, один из носителей информации. Понятно, что ну, я сам газетчик, я наблюдаю за тем, как мое собственное восприятие информации, как оно меняется, да, в течение последних 10 лет, например, да. Я добросовестно, скажем, в четверг, пятницу беру все толстушки, да, чтобы их дома прочитать. И я понимаю, что я, конечно, их просматриваю, потому что в силу профессиональной, да, в силу своей работы, да, я должен знать, чем дышат оппоненты, что пишут наши газеты. Но я понимаю, и я чувствую, что у меня на это не хватает времени. Все меньше и меньше у меня времени становится. Не потому что газеты там становятся хуже, условно говоря, да, а просто у современного человека все меньше и меньше на потребление информации уходит времени. Потом, ну вот мой обычный вечер, да, например, в одной руке iPad, в другой руке iPhone, да, и тут где-то еще маячит, может быть, телевизор, да, и это вся входящая информация, да, и тут еще надо почитать еще газету, это весьма затруднительно. Поэтому, конечно, современный человек стоит перед выбором, откуда ему получать информацию, и мы ему дадим возможность таким образом, этот процесс немножко, чтобы он у него немножко упростился, что ли. Вот, да. Идешь домой, у тебя в почтовом ящике есть еженедельная газета «Саха-Сыры». Ты ее берешь, читаешь,
наша задача сделать ее настолько качественной, чтобы ее было жалко потом выбросить. А тогда, Вот в чем вопрос. Чтобы ага. газета жила не один день, а чуть больше. Получается, жителям, ну, сельским жителям не стоит уже идти подписывать газеты на Почту России, да, получается? Да, у нас Мы сами будем доставлять. с 1 сентября началась подписка. Мы оставили один подписной индекс на газету для юридических лиц, то есть на газету «Якутия» и, соответственно, приложение «Якутские ведомости», и на газету «Саха-СР» соответствующим приложением для нормативных актов. Все, то есть юридические лица будут подписываться, граждане могут оформить доставку наших газет. То есть мы разработали соответствующие каналы, то есть можно будет и позвонить, и написать, оставить заявку, и газета в определенный период времени к тебе, с определенного периода времени к тебе начнет приходить. Бесплатно? Да, бесплатно. В чем все-таки миссия госсми? В чем наша миссия? Ну, миссия вообще средств массовой информации, наверное, это довести до населения объективную, релевантную, адекватную текущей повестки дня информацию. СМИ, ну, в моем представлении, и были, и остаются таким проводником, медиатором между властями, между тем, что власти делают, и населением, обществом, общественными организациями, институтами общества. То есть роль СМИ на современном этапе еще более увеличивается. Еще более увеличивается роль качественных СМИ и качественной информации, поскольку СМИ стало много, в интернете стало много и СМИ, и не СМИ. И сейчас целый ряд есть, ну, появились люди, которые, по сути дела, вот блогеры, да, это маленькое индивидуальное средство массовой информации, да, которое тоже имеет что сказать этому миру, да, который там анализирует какие-то явления, да, или выхватывает что-то интересное для него и пытается это показать, рассказать об этом, подискутировать. Поэтому, конечно, роль государственных средств массовой информации в процессе вот отбора отбора, обработки и доставки до населения качественной, необходимой, общественно значимой, социально значимой информации, она только возрастает. Она и раньше была очень важная, да? А сейчас вот в век, когда информация к человеку приходит отовсюду, когда бывает иногда сложно сориентироваться, где правда, где пропаганда, где домыслы какие-то, да, предположения или слухи. Роль вот такой честной, правдивой информации, она только увеличивается. Мы на этом пути, мы будем этим заниматься, и в этом я вижу миссию государственных средств массовой информации, нашего холдинга, нашей газеты «Якутия Саха-СР», нашего сайта «Ясия», ну и нашей площадки «Медиацентр», которым мы снимаем наш разговор сейчас, Надя. Спасибо, Кирилл Викторович, за Спасибо, беседу. Надежда. Напомним, что мы сегодня говорили с генеральным директором информационно-издательского холдинга «Саха Медиа» Кириллом Алексеевым. До встречи.